Народные избранники Ухты собрались на свое второе заседание городского совета нового созыва. На этот раз оно выдалось насыщенным, не обошлось и без бурных дебатов. Вручение депутатских удостоверений, выборы заместителя председателя, организационные вопросы Виктория Науменко передает из зала заседаний. Первое установочное заседание городского совета 6-го созыва состоялось 3 недели назад, но тогда были решены далеко не все организационные вопросы. Так, депутатские удостоверения вручаются только сегодня. Сегодня же на повестке дня и избрание заместителя председателя. Из двух выдвинутых кандидатов открытым голосованием народные избранники выбирают депутата 24-го округа Екатерину Руденко, активную общественницу, в прошлом депутата Госсовета Республики, на счету которой немало решенных общественных вопросов. Это ряд частных вопросов, это и сохранение, и общественных, это сохранение школы-интернат, санаторной школы-интернат номер 4 для детей с ослабленным здоровьем, угроза которого закрытия была буквально год назад. Это и сохранение на Яриге поликлиники, Яригской поликлиники тоже непосредственно необходимо было провести часть работы по документообороту, взаимодействия с чиновниками самых разных уровней. А вот вопрос формирования в составе Совета комиссии вызывает долгие и бурные дебаты. Задача депутатов – определиться с их количеством, направлениями работы и составом. Каждый член Совета имеет право состоять не более чем в 2. Вопросы сфер ЖКХ и социалки, экологии, предпринимательства, безнадзорных животных, предложений и идей по актуальным направлениям работы звучит множество. Предлагаю в одну из комиссий включить комиссию людей с поселка. У нас 9 человек депутатов. Еще одно предложение – создать отдельную комиссию по предпринимательской деятельности. Впрочем, ее большинство все же не поддерживает. На наш взгляд, в каждом городе Республики Коми должен находиться человек, наверное, называться он будет, самое такое краткое еще на название, представитель губернатора по малому бизнесу. Он должен быть статусом достаточно высоким. Условно, сегодня проблемы предпринимателя, в принципе, федеральный уровень. А вот создание не комиссии, но отдельной рабочей группы по обращению с бездомными животными народные избранники встречают дружным согласием. Просто есть хороший опыт. Мы собирались по проблеме собак. Да? То есть это было желание, потому что учебный год начался, и оно некогда было ждать. И у кого смогла, я пояснила, мы конструктивно. Я считаю, что результаты встреч таких тоже есть. Да? То есть, и, конечно, рабочую группу я предложу создать по этому вопросу. Магомед Нурмагомедович, или возглавьте ее. Тем временем мэр Ухты отмечает, главное требование к формируемым комиссиям – производительность, а для успешной работы необходим хотя бы кворум. Вот почему некоторые предложенные направления он рекомендует объединить. Вот сегодня, допустим, потому же по предпринимательской деятельности. Сегодня предпринимательская деятельность непосредственно связана именно с финансами, с экономической политикой, с бюджетом. Так ведь, наверное, нет? И почему бы нам вот эту комиссию, которую предлагают, не включить вот эту, создать комиссию по бюджету, по финансам, по экономике, по предпринимательской деятельности? Создать одну комиссию. Но там будет уже не 3 человека, там будет уже 6, 7, 8 человек в этой комиссии. И она будет работоспособная. В итоге по результатам общего голосования в Совете города решено сформировать 4 комиссии. Первая по бюджету, экономике и предпринимательству. В нее входят 7 депутатов. Вторая из 6 представителей народа по законодательству, местному самоуправлению, депутатской этике и противодействию коррупции. Еще одна, 3-я по счету, в составе 8 народных избранников по социальным вопросам. И самая многочисленная по ЖКХ, экологии и землепользованию. В нее вошли 12 депутатов. Еще 4 не определились с выбором. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.